Степка прошептал: неужели мы обогнули землю? Лёлька фыркнула и засмеялась. Скажите, пожалуйста, они, когда увидят родителей, как вы думаете, какая реакция будет у родителей? Какая реакция? Родители будут начинать ругать и переживать. Ругать их, да, потому что они за них, наверное, переживали. Давайте мы прослушаем, что же было дальше. Но тут мы увидели на пристани наших родителей нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы побежали к родителям. И родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала: ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули. Лёля сказала: если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие. Мама воскликнула: что я слышу? Их надо наказать. Папа сказал: все хорошо, что хорошо окончается. Бабушка, сорвав ветку, сказала: я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорит мама, а Лёлю я беру на себя. Папа сказал: порка – это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили. Мама, вздохнув, сказала: у меня дурацкие дети. Идти в кругосветные путешествия, не зная таблицы умножения и географии, ну что это такое? Папа сказал: мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления. С этими словами мы пришли домой и сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. На другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Итак, ребята, подтвердилось наше предположение? Подтвердилось, что родители ругали, наказали их? Да. Наказали кого только? Степку, а Миньку с Лёлькой не наказали. Итак, скажите, пожалуйста, ребята, вам понравился рассказ? Да. А что вам понравилось? Вика, что тебе понравилось? Мне понравилось все в рассказе. Все в рассказе. Милана, что тебе понравилось? Я узнала то, что без географии, таблицы умножения и без курсов детей. Института, да, что нельзя отправляться в путешествие. А скажите, кто главные герои был? Никита, кто главные герои? Главный герой Степка, Минька и Лёля. Хорошо. Вот сейчас мы работаем в группе. Каждой группе предлагаю дать характеристику одного героя. Найдите все, пожалуйста, у себя листочек розового цвета. Табличка. Нашли все и смотрим на меня, слушаем задание. Первый столбец. Ребята, первый столбец это действие, второе это речь. Вы должны будете выбрать действие и речь своего героя и подчеркнуть, а затем, опираясь на фразы, на действие и на речь, дать характеристику героя, оформив его в виде синквейна. Этот листочек белого цвета тоже у вас лежит на столе. На все задание, ребята, у вас будет время 4 минуты. После окончания времени ответственный из группы выходит, зачитывает синквейн, который у вас получился, а другие группы должны будут угадать вашего героя. Теперь представители первой группы встает, кто у вас ответственный, выходим быстро, выбираем себе героя. Выбираем героя, бери любой. Все, никому не показывай, видишь, вторая группа ответственно берет героя, любой выбираем. Не показывай. И третья группа, пожалуйста. Итак, у вас время 4 минуты. Время пошло. Время пошло.
подчеркиваем. Также речь выбираем. Время осталось 3,5 минутки у вас. Это Люлька. Кто говорит? Это Люля. Какой он? Мы не должны писать супер, мы должны угадать. Как можно так, дальше. Какой он? Какой он? Какой он? Так, ребята, осталось 1,5 минутки. Что делала? Выбираем, что она делала? Что она делала? Так, еще минутка. Так, я это сделала пока, это еще не говорила, конечно. Молоко, да, желтый, еще что сделал? Что он делал? Он изменил. Смотрите, вы же написали действие глагола. Так, осталось 40 секунд. Заканчиваем. Заканчиваем, ребята, заканчиваем. Все, вам снизу согласовано. Сложили состояние. Так, все, группа закончила, ответственный, да, приготовился. Это пока не показывает, да? Так, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Все, время закончилось. Ручки все положили. Ручки все положили. Итак, проверяем. Прошу, третья группа, прошу вас. Третья группа выходит. Зачитывай. Существительное. Ребенок. Слушай. Дальше. Нет, не читай просто. Ребенок. Дальше. Пугливый, маленький, нес, хныкал, хныкала, вздыхала, от ужаса закричала, сообразительно. Кто это, ребята? Алиса? Лёля. Это Юля, согласны? Да. Где у вас Лёля? Неси ее сюда. Так, хорошо. Итак, давайте скажем, какая Лёля? Какая Лёля? Еще раз, какая Лёля? Алиса, какая Лёля? Маленькая. Полина, какая Лёля? Сообразительная Лёля, все правильно вы сказали. Итак, Лёля, значит, у нас, делаем вывод, боязливая, любопытная, сообразительная, рассудительная. Следующие идут у меня
удивительный ребенок. Не говорите просто, ребенок дальше. Загадочный, беспощадный. Спал, бил, велел. Удивился, когда пришел в путешествие. Кто это? Аня. Степа. Это Степа, молодец, садись. Давай мне, давай. И портрет неси. Итак, у нас Степка смелый, да? А почему он смелый? Потому что он не побоялся в путешествие идти, да? Сильно он нес мешок, жестокий, потому что хотел привязать их, да? И злой, мы сказали. Хорошо, и третья группа выходит. Ребенок слабый, глупый, шел, хныкал, скучал, шел позади всех, скуля и хныча. Он хороший. Он хороший, так написали. Так, кто это? Кто это, Милана? Это Минка. Это Минька, конечно же. Это Минька у нас. Ой. Это Минька. Итак, Минька у нас, еще раз делаем, робкий, беззащитный, нерешительный и слабый. А теперь взяли рабочий лист, нашли вид работы, характеристика героя. Если вашего героя отгадали, обвели синий компас. Если не отгадали, красный компас. Итак, все, отложили листочки. Так, смотрите, мы прочитали, характеристику дали, а теперь я хочу посмотреть, насколько внимательно вы читали это произведение. Нашли все кроссворд? Даю вам 1 минуту для разгадывания кроссворда. А что нам делать? Разгадываем кроссворд, а потом будем проверять. Я буду писать. Как вы внимательно читаете? Молодцы, получите все вместе. Работаем, у нас же групповая работа, да? Друг друга выслушиваем. Ты читаешь? Итак, время заканчивается. Заканчивается. Так, ребята, все. На счет 3 проверяем. 1, 2, 3. Так, первая группа. Каждая группа проверяет себя сама. Самопроверка. Итак, иди туда. Первое — мешок. Второе — гриб. Третье — тузик. Четвертое — оса. Пятое — канава. Шестое — пески. А теперь рабочий лист взяли, оценили себя. Если вы все отгадали правильно, синий компас, если допустили ошибку, красный. Итак, ребята, скажите мне, пожалуйста, почему же Михаил Зощенко назвал произведение «Великий путешественник»? Какой он смысл, значение слова «великий» к данному произведению? Паша? Потому что они считали себя великими. А на самом деле они были великими? Нет. То есть Михаил Зощенко называл их великими как с иронией. Знаете такое слово ирония? Да. Нет. Кто-то знает, что это нет. Ирония, значит, она обозначает, он назвал их с хорошей насмешкой, да? С хорошей насмешкой. Он имел в виду великий. Скажите, пожалуйста, чему учит это произведение? Чему оно учит, Катя? Что не надо сразу идти в путешествие. Надо сначала обучиться. Надо получить какие-то знания, правильно, чтобы отправиться в путешествие. Хорошо, Милана, еще чему научила? Предупредить родителей или с ними пойти. Или идти только с родителями, то есть без разрешения родителей уходить нельзя. Паша? Я думаю, то, что надо сразу не принимать поспешных выводов. Поспешных выводов. Хорошо. А найдите, пожалуйста, в тексте главную мысль рассказа. Кто может найти и прочитать? Где там главная мысль? Ну-ка, посмотрите внимательно. Главная мысль. Кто нашел? Так, затрудняйтесь, помогаю. Страница 163, подсказочка вам дает. Давай, учебник. Главную мысль.
Вика, нашла Вика, смотрю, Вика, читай нам, пожалуйста. Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам. Итак, все правильно. Скажите, что такое космография? Вот тут такое слово, мы его не разобрали. Паша, что такое космография? География — это, наверное, знание Наука о звездах. о звездном, о космосе, наука о космосе, да? Эту науку называется астрономия. Вы будете проходить в 11 классе и более подробно узнаете. Хорошо. А кто сказал эти слова? Кто эти слова сказал? Папа. Значит, мы еще раз делаем вывод в том, что мы должны что? Слушаться Взрослых, потому что взрослые – это мудрые люди. Хорошо. Итак, возвращаемся к нашему плану. Посмотрите, мы должны были продолжить знакомство с творчеством Михаила Зощенко. Познакомились? Да. Узнали что-то новое? Да. Прочитали произведение? Да. Проанализировали его? Да. Проанализировали. Весь план, который мы наметили, мы с вами выполнили. А теперь, значит, мы можем себя оценить. Взяли, положили перед собой рабочий лист. Посмотрите, пожалуйста, если у вас 3 синих компаса обведено, ваша группа поработала отлично. Если 2 поработала хорошо, а если 1, в следующий раз в вашей группе нужно поработать немножко лучше. Поднимите руку, у кого 3 компаса. Так, хорошо, 2 компаса. Молодцы, опустили. Домашнее задание у вас будет на выбор. Посмотрите, первое задание будет. Это вы можете прочитать текст от имени Стёпки, прочитать и пересказать от имени Стёпки. Второе, нарисовать иллюстрацию и подписать ее. И третье, придумать продолжение. Если бы Леня не сообразила повернуть Стёпки ноги, что могло бы произойти? Задание лежит в разных конвертах. На перемене подойдете и возьмете то задание, которое вам по душе. Итак, ребята, на уроке литературного чтения мы работаем с книгой. Книга, как деревья, раскрывает свои страницы, листочки навстречу нам, читателям, и помогает нам стать настоящими людьми. И люди тоже, как деревья. Встаньте, пожалуйста. Опустите руки вниз. Наше тело – это ствол дерева. Ноги – это корень. Кто познакомился с произведением Михаила Зощенко, научился вести диалог с автором. Поставьте ноги на ширину плеч. Наши руки – это ветки. Кому удалось дать характеристику героя, согните руки в локтях. Если удалось, то согните руки в локтях. На ветках набухают почки. Почки – это наши кулачки. А раскрытые ладошки – это листочки. Кто понял основную мысль рассказа, раскройте кулачки, то есть почки, раскрыли, если поняли. Мысленно оцените свою работу. Кто может назвать себя читателем, которым понял смысл прочитанного произведения, поднимите руки вверх и помашите ими. Это наша благодарность великому писателю Михаилу Михайловичу Зощенко. Опустили, ребята, руку. Молодцы. А на память я бы хотела вам подарить вот такие вот все блокнотики. В этих блокнотиках вы можете записывать правила безопасного поведения, да? Свои мысли, впечатления от прочитанного рассказа или от путешествия, в которое вы отправитесь со своими родителями. Пусть этот блокнотик будет для вас путеводным дневничком. Спасибо, ребята, за урок.